В некоторых организациях Чувашии работникам не выплачивают зарплаты. К примеру, только в одной такой работодатель задолжал почти 550 тысяч рублей 13 людям. Выявлением нарушений занимается Государственная инспекция труда. Так, по сравнению с началом года, задолженность по заработной плате в республике уменьшилась на 449 тысяч рублей. Этого удалось добиться надзорным органам в ходе целого ряда мероприятий. Только за 2 месяца этого года в различные организации Чувашии был нанесен 201 профилактический визит. По итогу к административной ответственности привлечено 6 недобросовестных работодателей. 21 объявлено предупреждение. В результате совместных усилий с органами прокуратуры, Следственного комитета, службы судебных приставов и органов исполнительной власти Чувашской республики незаконно задержана заработная плата в текущем году выплачена в сумме 7,32 миллиона рублей 137 работникам. Но для сравнения, за 2 месяца прошлого года незаконно задержанная заработная плата была выплачена в сумме 1,61 миллиона рублей 38 работникам. Большая работа проводится по снижению неформальной занятости. Больше всего она развивается в предпринимательской и торговой сферах. В первой люди скрывают часть своих доходов, а во второй работникам выплачивают так называемую зарплату в конвертах. В связи с этим глава Чувашии поручил Министерству экономического развития создать на базе Ибресинского округа, как пилотного муниципалитета, рабочую группу. Она будет приходить на торговые точки и выявлять нарушения. Давайте вот прямо сегодня такое решение сформируем. Вот на территории Ибресинского муниципального округа, создав межведомственную рабочую группу, чтобы она была компетентна, всесторонне могла рассматривать на месте все нарушения. Состоять рабочая группа будет из налоговой инспекции, полиции, прокуратуры и других причастных ведомств. Работать комиссия начнет в ближайшее время и должна показать первые результаты уже через 2 месяца. Анна Центовская, Татьяна Молокова, Юрий Марков. Республика.